Свыше 50 человек пострадали, более 20 тысяч были эвакуированы из опасного района, расположенного рядом со 102-м арсеналом Минобороны в Удмуртии, где в ночь на 3 июня начали взрываться артиллерийские снаряды. Это 12 часов где-то ночи было, и я смотрю, что-то раз как взрыв, это что такое? Я сразу вышла на улицу, и там зарево горит. И потом еще вот иконку успела взять. И с иконкой молюсь, хожу, это Господь, может, поможет. И воды не оставила, хотя ничего, пропадет, наверное. 17-я Ижевская школа стала одним из пунктов временного размещения эвакуированных. Всех, кто прибывал, кормили, выдавали одежду и укладывали спать. Ну, поражает просто выносливость вот людей в возрасте, которые с 20-х, с 40-х годов, и они видели войну. И сегодня они говорят, как они там бежали, ложились, когда пролетали снаряды взрывающиеся. И это, видимо, им не так страшно было уже. В Удмуртии и Татарстане было развернуто несколько десятков подобных пунктов. На беду пострадавших от взрывов откликнулись сотни людей. Уже утром они несли одеяло, продукты и другие вещи. Видели в новостях, что произошел взрыв, и то, что сюда привезли эвакуированных людей, привезли вещи. Что детские, футболки? Детские футболочки, там, штанишки, там. Просто услышали, что люди выскакивали в чем есть, то есть чтобы было что одеть хотя бы, хоть чем-то помочь людям. По данным республиканского МЧС, около 16 тысяч эвакуированных человек уже вернулись в свои дома. Местные власти заявили, что примут участие в компенсации ущерба.